Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. В начале коротко о главном. Золотые поля созрели. По словам аграриев, урожай в этом году один из самых щедрых за последние годы. Как проходит сбор пшеницы в этом году, покажем в нашем выпуске. Голос, покоривший сердца. История победителя конкурса чтецов Корана. Ключ на старт. Ощущения такие, что прям не передать, особенно во время заезда. На автодроме крепости Грозная состоялся чемпионат по картингу среди студентов ГГНТУ. Чрезвычайная ситуация, вызванная масштабным возгоранием, оперативно взята под контроль. Пожар, вспыхнувший сегодня в Ахматовском районе, мог привести к серьезным последствиям. Но благодаря слаженным действиям экстренных служб огненную стихию удалось укротить в кратчайшие сроки. С места события Лейла Муртазова. 24 июля в Ахматовском районе Грозного вспыхнул крупный пожар. Именно в этот момент там передовой оказался заместитель начальника пожарно-спасательной части номер 5 Аслан Исаев, который, несмотря на высокий риск, мужественно боролся с огнем, не позволяя ему распространиться дальше. А кадры с его участием успели разлететься в соцсетях. В 22:38 поступил звонок о чрезвычайной ситуации по адресу Даниарсанова, дом 58. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности, что потребовало привлечения дополнительных сил. По этой причине на месте и оказался наш герой. Он рассказал, как прошло очередное испытание для него и его сослуживцев. حلوة مدردشنا وستشتوق سجت شويتا تويتنا ده واوس بورست ده تو واوس ده جواتة سندجا داي نتيجة أباس نصير مودلا واوس ويزر سير تو واوس أنا تا خي позиция دارو خي участок تو боевой та диавела участок дал этим сларира сей часть машин сан лишь сан диавела Diğer oğul diyatı olur, tasarruf koydu diyatı olur sol. Zolç enodat idarın glanda diya siyasetleri şey sol. Spravay konsept sol, işte ano tadal yedin zo ekspasiyet doldular. Diyatı olur sol. Уже тхот ихкачле, уже полный охват пожара ярцик, полная площадь далят сол. Тахтай уже сослушник оксацира дiyatı olur, на анзец olur. И тхан действие направлено ю тахкач пожара всегда он решаешь направление. تأخير تعلوش принцип того تأخير شو تخانيون решаешь направление هو سن شو تجاوات إلى شو زريو هما بالون هما توجات إلى شو بيسن تجاوات تختار وجد بيرخد دي عادتي أو شو تجات إساسوير إزوي ستاير خسران تول. Пожар в Ахматовском районе охватил 1500 квадратных метров. Общее количество задействованных сил и средств на данном происшествии составило 14 единиц техники и 76 человек личного состава. Причина возгорания уточняется. На месте работают дознаватели МЧС России. В региональном управлении МЧС по Чеченской Республике прокомментировали, как прошла ликвидация бедствия. По прибытию пожарно-спасательного подразделения было установлено, что огнем охвачено полностью здание пекарни, крыша соседнего жилого дома, также часть крыши продуктового магазина и крыша и часть частично второй этаж двухэтажного магазина. Из-за плотной застройки и особенностей конструкции здания и аномально высокой температуры пожар быстро распространялся по нескольким направлениям, что создавало угрозу близлежащим торговым объектам и жилым строениям. Но благодаря грамотному, правильному и своевременному реагированию пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Чеченской Республике пожар был оперативно локализован и ликвидирован.
Аслан Исаев работает с 2014 года и ранее неоднократно демонстрировал мужество и готовность профессионально действовать в экстремальных ситуациях. Его очередной подвиг не остался неотмеченным. Так, за отвагу и самоотверженность при ликвидации возгорания ему вручили благодарственное письмо от начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Приказом начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике за высокий профессионализм и качественное выполнение своих должностных обязанностей объявить благодарность заместителю начальника 5-й пожарно-спасательной части, капитану внутренней службы Исаеву Аслану Рамзановичу. Мы находимся на месте, где произошел пожар. Благодаря быстрому реагированию и мужеству пожарных удалось обойтись без жертв и сократить ущерб. Сегодня здесь ведутся восстановительные работы, и жизнь возвращается в привычное русло. Жители, проживающие рядом, отмечают, что только благодаря быстрым и слаженным действиям оперативных групп удалось потушить пожар и не дать ему распространиться дальше. Добавим, что только за прошедшие сутки на территории субъекта было зарегистрировано 21 пожарное происшествие. И только действия личного состава регионального управления МЧС, которые отличаются решительностью и четкостью, смогли предотвратить каждое из них. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика вступила в уборочную эстраду с высокими темпами. Аграрии уже демонстрируют впечатляющие результаты по сбору пшеницы. Ранние данные свидетельствуют, урожайность в этом году может стать рекордной. Как региону удается стабильно наращивать показатели в нашем следующем сюжете. Чеченская Республика встречает очередной сельскохозяйственный сезон впечатляющими результатами. В этом году аграрии региона рассчитывают побить все предыдущие рекорды по сбору пшеницы. Такой урожай стал возможен благодаря нескольким факторам: расширению посевных площадей, применению современных агротехнологий и, конечно, благодаря погодным условиям. Власти республики делают ставку на развитие сельского хозяйства, и это дает свои плоды. В этом году у нас превышает урожайность по сравнению с прошлым годом на 10-12 центнеров. То есть это на тонну 200 килограмм с гектара. В среднем с гектара у нас идет 50 центнеров на данное время. Думаем, что еще повысится урожайность. Подготовка намного лучше в этом году у нас к уборке. Технику порядок лучше привели, единицы, нужные единицы, объемы, все это образовали, идет нормальная уборка. Плану на 100% полевые работы на данное время. Собранное зерно соответствует самым высоким стандартам. Часть урожая отправится на местные мельницы и хлебозаводы, а другая будет экспортирована в регионы России. Сейчас уборочная кампания в самом разгаре. Сбор пшеницы в Чеченской Республике идет в круглосуточном режиме. По словам аграриев, урожай в этом году один из самых щедрых за последние годы. На поле эксплуатируют 4 спецтехники, а именно комбайнеры, которые без особых усилий могут собирать урожай более чем с 20 гектара земли за сутки работы. Для получения качественного продукта здесь имеются все условия. Чеченская Республика укрепляет статус одного из ключевых аграрных регионов Юга России. И этот урожай еще один шаг к продовольственной безопасности региона и страны в целом. Ахмед Рамазанов, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В селе Пачу в рамках фестиваля «Биноевская весна» состоялось награждение победителей конкурса чтецов Корана. Мероприятие прошло в расширенном формате. Впервые соревнования проводились сразу в 4 номинациях. Участие принимало около 200 учеников и выпускников местных школ хафизов. Победителем самой престижной категории «Полный Коран» стал 15-летний хафиз Абдурахим Халимов. Турпали Тайсумов расскажет подробнее. 15-летний Абдурахим Халимов победил в республиканском конкурсе чтецов Корана. В рамках фестиваля «Биноевская весна» он отстоял честь школы хафизов имени Зелимхана Кадырова села Ахмат-Юрт. Здесь он вместе с другими учениками проходит обучение, закрепляя свои знания. При этом знает священное писание наизусть. У него была самая сложная номинация – «Полный Коран». В награду за успех мальчик стал обладателем нового автомобиля. Как признался лучший чтец, самым главным было не подвести своих учителей.
Такого успеха невозможно добиться без длительной подготовки с ежедневными занятиями. Преподавательский состав грамотно подходит к каждому уроку. Они ставят цель, чтобы все обучающиеся знали Коран наизусть по всем правилам чтения, а затем учащиеся смогут поступить в исламский университет. Там можно приобрести еще больше знаний в религии. إذا دكتش وين مها أرى يقيم ب وين مها أرديشة وجرها أصله بيزق أهتو بيزق خوقة يوتشانسي قطع دوشتل عنا الليتي شو لقرا عنا الله دودش أحسن الحيخر هوشة بلخ ديك بو ديشر هوشة ديك دوش. Каждый, кто проходит здесь обучение, искренне благодарит руководство за созданные условия. Для успешного обучения предусмотрено все. Проживание комфортное. Всего в субъекте действует 9 школ хафизов, количество учащихся 770, и все получают качественные знания в религиозном направлении. Именно в юные годы формируется личность, и крайне важно, чтобы в этот период молодежь воспитывалась в духе исламских ценностей, уважения к традициям и обычаям своего народа. Турпа Лолита Исумов и Джабраил Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. Чеченский педагогический университет начал прием документов на целевое обучение. Этот формат позволяет будущим педагогам получить образование за счет государства, гарантируя трудоустройство в школах республики после выпуска. Какие направления более востребованы и как подать заявку, расскажет Медина Мударова. Приемная кампания в ЧГПУ стартовала 20 июня. Абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата, магистратуры, а также в колледж. Для поступления открыто 52 направления подготовки бакалавриата и 36 магистерских программ. Подать заявление можно через единый портал госуслуг или с помощью информационной системы ЧГПУ. Каждый абитуриент может выбрать до 5 образовательных программ одновременно. Имеется более 600 бюджетных мест. Приемная кампания в 2025 году проходит активно, отмечает руководство университета. Мы наблюдаем высокую активность своих абитуриентов. Нас это очень радует. Уже сегодня у нас идет заполнение контрольных цифр приема. Более того, у нас превышают эти контрольные цифры приема. В университете успешно реализуется программа целевого обучения, которая позволяет получить высшее образование за счет средств предприятия или организации с последующим гарантированным трудоустройством. В этом году абитуриенты ЧГПУ, выбравшие направления подготовки по физике, химии, биологии и математике, будут ежемесячно получать стипендию от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в размере 10 тысяч рублей. Это огромная поддержка для будущих студентов. Формат целевого обучения, на наш взгляд, это перспективная форма подготовки, в особенности педагогических кадров. В этом ключе у Чеченского государственного педагогического университета и нашего Министерства образования и науки Чеченской Республики выстроилось очень тесное взаимодействие. Поддержка будет оказываться на протяжении всего периода обучения. Именно этот вариант выбирают множество будущих студентов. Только в этом году документы подали 97 абитуриентов по физико-химическому направлению, а общее количество целевиков составляет около 324 человек. А в этом году и предложений очень много выложено, и абитуриенты очень хорошо идут на целевое обучение. Это гарантированное рабочее место по окончанию. Они возвращаются на работу в соответствии с договором, который заключен. И там в договоре у них прописано, что они должны отработать 3 года или 3,5 года. Это гарантированно рабочее место. По сравнению с прошлым годом, в этом году конкурс даже на целевое место. Сама программа целевого обучения в университете функционирует уже несколько лет, но такая адресная поддержка для студентов оказывается впервые и планирует стать регулярной. Это делается в первую очередь для мотивации обучающихся. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика.
Из школьного зала на подиум в Сеуле. Обычный спортзал школы номер 5 в Грозном воспитал призера международного уровня. Этот успех стал возможным благодаря материальной основе зала и системной работе опытного тренерского состава. Подробности победного пути и будущих планов спортсмена узнаем у Магомеда Азиева. Спортзал Грозненской школы номер 5 взращивает поистине целеустремленных и сильных спортсменов. Ученики, начинающие тэквондисты и даже профессионалы с большим опытом приходят сюда, чтобы отрабатывать удары, оттачивать технику и двигаться к новым высотам. Тэквондо – это корейское боевое искусство, включающее в себя дисциплину, самооборону, а также, конечно, и сам спорт. Чаще всего оно ассоциируется и характеризуется зрелищными ударами ног, а в 2000 году оно стало уже олимпийским видом спорта. Для некоторых это может показаться из ряда вон выходящим. Как из обычного школьного спортзала могут выйти мастера спорта, чемпионы международных соревнований или же призеры Олимпийских игр. Но факт в том, что результаты добиваются упорным трудом и непоколебимой верой, которые движут этими атлетами. Их вектор прост и понятен. Только победа. В этом зале у нас работают спортсмены, даже тренер наш, мастер спорта. У нас дополнительные ребята, которые здесь тренируются, КМСники, юноши, очень перспективные ребята. Достойным спортсменом, посещающим данный спортзал, является Билал Яхьяев. В недавнем международном турнире, проходившем в Южной Корее, он завоевал 2-е место. Во всех боях он одерживал уверенные победы. И только в финале ему не хватило совсем малость. Всего 2 балла отделили его от золота. Первый бой, второй бой. Первый бой, да, я на халхул, уже продышаться начал, я же оттуда. Второй бой тоже, Иракер, тоже, Южная Корея с Бошка, из-за заранее шайцик добавим, барбиш. Что равный халбойер, уже за медаль лечвор, лечена. Третий бой, олимпийский, уже чемпион в Узбекистане, тоже, тоже вообще воюшау, станется в Узбекистане с Бошка хлост, сега царь матч встречу. Лету лагер весь вообще дуин лета уч тик спортсмен у камелуч. Акцин говорит, адел это место выиграть. Шибал бьешь, та разница, что проиграть не стеллер, что в финале. А так в целом анализ нормально. Сун еще чемпион мира, что-то Мексика или Саудовская Аравия или Мексика. Сон на чемпион мира, в данный момент чемпион мира, дига обкатка, казнех санду. Ой, пачана баркал дерес алудар, ой спортсмен, массана водяш, нагвасталдяш, внимание яш, солштяш, гидяш, то сам внимание учится, ведь тастуяш, нагвасталдяш, ищет твой мин спорт, министр спорта, баркал дерес алудар, нагвасталдяш, поддержкяш, массана В этот спорт он пришел еще совсем юным, но с каждым новым боем он закаливал себя. И теперь пожинает плоды своих стараний. Уверенно закрепив за собой место в составе сборной, Билал будет представлять Россию на ближайших Олимпийских играх в весовой категории свыше 90 килограмм. В нашем регионе этот вид единоборств с каждым новым днем приобретает большую популярность. На данный момент в республике работают 5 школ тэквондо, где свой опыт передают тренеры, которые в свое время неоднократно поднимались на высшие ступени пьедесталов различных мировых турниров. И этот симбиоз опыта и молодого задора сегодня приносит плоды в виде медалей в копилку региона. Магомед Азиев, Саидемин Мусаев, Адам Юнусов. Вести, Чеченская Республика. Скорость, адреналин и борьба за звание лучшего гонщика. На автодроме «Крепость Грозная» завершился чемпионат по картингу среди студентов Грозненского нефтяного технического университета. Нефтяники доказали, что они умеют работать не только с технологиями, но и управлять скоростью. Как прошли соревнования и кто поднялся на пьедестал почета, узнаем у нашего корреспондента. Автодром «Крепость Грозная» регулярно принимает мировые турниры по кольцевым гонкам. На этот раз здесь соревнуются не профессиональные пилоты, а студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллиончикова. Чемпионат по картингу приурочен к 74-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Жажда скорости. Именно это движет всеми гонщиками, которые здесь собрались. Магомед Эмин Кунчалов, студент 3-го курса Института нефти и газа, принимает участие в чемпионате по картингу
гонку во второй раз. В прошлом году парень показал хорошее время и смог занять первое место. В этот раз тоже нацелен на победу. Ощущения такие, что прям не передать, особенно во время заезда. Тебе приходится тормозить, конечно же, дрифтовать не получится. Вот. Как я помню, я в детстве играл в одну игру, Shift 2 называется. Вот. Там еще на асфальте были такие, стрелочки, подсказки, так сказать, когда надо тормозить или подать газу. Вот я себе это представил, думал, типа, а что если вспомнить вот эти вот схемы и прям поехать? И в итоге это сработало, и мы получили это долгожданное первое место. Сейчас посмотрим сегодня, как получится. В любом случае, мы добьем это первое место. Чемпионат нефтяного университета ежегодно проводится с 2017 года. В этот раз соревнуются 6 самых быстрых студентов. Ну а кто из них самый скоростной, покажет заезд. Хочу пожелать удачи, конечно же, нашим участникам. Я надеюсь, что в нашей республике будут проходить уже такие региональные этапы, чтобы наши студенты тоже могли в этом участвовать. Но сегодня мы выявляем лучших, чтобы в дальнейшем они могли представлять наш вуз. Студенты с радостью участвуют в этом. Вот, благодаря поддержке нашего ректора, профессора Минцаева Магомеда Шаваловича, такие мероприятия в нефтяном университете у нас приветствуются и проходят в различных форматах. Не только картинг, но и различные соревнования, спартакиады, чемпионаты по боксу. Все участники уже на старте. Гонки начинаются. Первый прогоночный круг участники проехали с флагами Чеченской Республики и Грозненского государственного нефтяного технического университета, тем самым открывая заезд. Далее развернулась нешуточная борьба. Сосредоточенность и скорость в этой гонке играют самую важную роль. За 10 минут студенты должны показать свои лучшие результаты. Им дается только один заезд. Скорость, крутые повороты, шквал эмоций. Каждый участник проверяет свои навыки в скоростных заездах. И вот настал долгожданный момент. Итоги нелегкой борьбы подвели на традиционной церемонии награждения. Все участники получили почетные грамоты. Победителем вечера стал Хациев Расул, студент колледжа нефтяного университета, факультета ФСПО. Тактика была у меня. Я вчера посмотрел траекторию, как-нибудь более-менее разобрался в картинге. И уже сегодня практиковался. Просто с детства говорю этими гонками. Машина мне, в принципе, полностью нравится, очень сильно интересуюсь этим. Заезд был несложный. Главное, не слететь с трассы для меня было и не врезаться ни в кого. А так нормально. Завершился чемпионат красочным фейерверком. Все студенты получили заряд бодрости и хорошего настроения. В следующем году ожидаются новые участники, еще больше заездов и эмоций. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.